Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшакшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Первые операции с использованием ангиографа провели в Республиканском сосудистом центре. Наш сегодняшний репортаж о людях, которые посвятили себя военной службе в погранвойсках. Круглый стол памяти Станислава Лакоба прошел в Абиги. В мероприятии приняли участие абхазские и российские ученые. Первые операции с использованием ангиографа провели в Республиканском сосудистом центре. За ходом операции наблюдали президент Бадра Гунба, министр здравоохранения Эдуард Будба, а также главврач республиканской больницы Эрик Хатхуа. Операцию проводили абхазские врачи вместе с российскими коллегами. Шазина Ханагу расскажет, как все прошло. В республиканской больнице состоялось историческое событие. Здесь официально открыт сосудистый центр и впервые проведена операция с применением ангиографа. Хирургическое вмешательство провели абхазские специалисты совместно с российскими коллегами. В истории абхазской медицины открыта новая страница. День радостный и волнительный. Первым пациентом сосудистого центра стал 80-летний мужчина, поступивший с критической ишемией правой нижней конечности. Ситуация осложнялась множественными сопутствующими заболеваниями, сахарным диабетом и мультифокальным атеросклерозом. Пациент подключен к монитору. Все жизненно важные параметры находятся под постоянным наблюдением. Реаниматолог следит за состоянием в режиме реального времени. Во время операции в республиканскую больницу приехал президент Бадра Гунба. Глава государства ознакомился с работой нового отделения и оценил условия, созданные для пациентов. Бадра Гунба поздравил с открытием центра и выразил уверенность, что это спасет жизни сотен пациентов. В первую очередь хочу поздравить коллег, поблагодарить за ту работу, которая проведена. Каждый из нас прекрасно понимает цена спасенной жизни. И мы очень давно ждали создания таких условий в Абхазии, когда мы могли бы оперативно принять решение по экстренной госпитализации. Я уверен, что это спасет жизни многих сотен наших соотечественников. Это очень важная работа. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить наших российских коллег за поддержку. Безусловно, не могу сказать и слова благодарности Сергею Владимировичу Киренко, когда мы вышли с предложением, с просьбой оказать поддержку по ангиографу, по очень дорогостоящему аппарату, который мы давно мечтали, как говорится, реализовать и иметь в нашей республиканской больнице. Он поддержал этот проект, и спустя несколько месяцев мы можем с гордостью отметить, что такого рода центр у нас открыт. Благодарю Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство здравоохранения Республики Абхазия. Мы в этом году на создание этих условий незапланированных бюджетных средств направили порядка более чем 70 миллионов, понимая, что это очень важный проект, который мы реализовываем. Все вы знаете, какое участие Бадр Зуравович принимал вообще в становлении этого проекта. Огромное вам спасибо. Вы дали совершенно другой толчок, импульс, чтобы это все реализовалось. Сергею Владимировичу отдельное персональное спасибо. И еще хотел поблагодарить моего коллегу Михаила Владимировича Мурашко, который неоднократно приезжал, контролировал, все это дело держал на контроле. Вот сегодня специалисты Минздрава России находятся в Чазовский центре присутствуют. Более 2 часов длилась напряженная, но слаженная работа. И в итоге абхазским и российским специалистам совместно удалось восстановить кровоток по 2 артериям. Этого достаточно, чтобы восстановить кровоснабжение нижней конечности и обеспечить заживление трофических нарушений, возникших вследствие ишемии. У пациента просто полностью отсутствовала вот здесь артерия. И из-за этого никак не могла зажить его язва на нижней конечности, и ишемия всей ноги происходила, то есть не хватало кислорода. Сегодня мы этому пациенту открыли 2 артерии, одну вот эту и вот здесь. Сейчас покажу, как это получилось. То есть вот полностью рабочая
артерия получилась с мелкими веточками. Все сейчас будет кровоснабжаться, вся нога. Так что... Тот элемент критической ишемии конечности, который был, он нивелирован, правильно? Да. Операция прошла штатно, все, мы достигли нужного результата. Была окклюзия передней большеберцовой артерии, та, которую мы и собирались открыть, у нас получилось все сооперировать. Сегодня в Республике Абхазия такой исторический момент в плане здравоохранения. Сегодня была проведена первая операция при помощи ангиографа, когда очень была сложная ситуация у пациента 45-го года рождения с тяжелым атеросклерозом нижней конечности. И если не сделать такого вида оперативного вмешательства, пришлось бы ампутировать конечность, и была угроза жизни пациента. Вот сегодня коллеги Республики Абхазия, абхазские специалисты и коллеги из Российской Федерации, из Чазовского центра приехали, совместно сооперировали. Республиканский сосудистый центр сегодня открыл свои двери для пациентов. Как сказал уже Эдуард Валерьевич, была первая операция. Операция прошла успешно. Это результат многолетней работы. Хочу поблагодарить всех, кто принимал в этом участие, и российских коллег, и Эдуарда Валерьевича, и строителей. Запуск ангиографа делает доступной плановую и экстренную медицинскую помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с инфарктами миокарда и ИПС. Этот аппарат позволяет обеспечить точную визуализацию повреждений сосудов и выполнить необходимые диагностические и интервенционные процедуры ангиопластики, стентирования на месте, что в том числе уменьшает необходимость транспортировки больных и повышает оперативность и эффективность кардиологической помощи в республике. Сейчас по поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко в Абхазии работает группа высококвалифицированных кардиохирургов из НМИЦ кардиологии имени Чазова. Всего в течение дня было запланировано 3 операции. Российские коллеги высоко оценили профессионализм абхазских специалистов. То оборудование, которое установлено на данный момент, оно позволяет осуществлять широкий спектр лечебных и диагностических вмешательств. И я хочу сказать, что коллектив центра, он подготовлен полностью для дальнейшей работы, для принятия новых пациентов. И очень радует то, что данный вид помощи высокотехнологичный, он будет сейчас приближен к жителям республики. Кроме сосудистых проблем, на этом аппарате можно выполнять еще и операции по тромбоэкстракции при ишемическом инсульте, можно выполнять операции при кровотечениях, при онкологических заболеваниях тоже возможны различные операции, которые можно выполнять на этом оборудовании. Так что вот этот первый наш маленький шажочек в сторону помощи больным с заболеваниями сердца и сосудов в дальнейшем раскроет большой потенциал для республиканской больницы. Строительство шло 9 месяцев. Около 700 человек ранее выезжали за пределы республики за консультациями и оперативными вмешательствами. Наличие республиканского сосудистого центра в Абхазии в конечном итоге обеспечит сохранение жизни пациентов, улучшит ее качество и прогноз. Также экстренную помощь, например, в случае инфаркта миокарда, смогут получать российские туристы, посещающие республику. Сегодня весь этот поток, который должен был выезжать за пределы, я вот еще раз хочу сказать, мы будем его здесь кумулировать. У нас есть специалисты, у нас есть чат, где мы будем все это обсуждать, у нас есть маршрутизация по республике, как будут поступать пациенты. У нас специальная реанимация есть, палата интенсивной терапии здесь в отделении, специально под этот сосудистый центр создана. Поэтому 44 штатных единицы нам выделило государство для того, чтобы все вот это в полной мощи заработало. В данный вид медицинского оборудования позволит нам своевременно оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь здесь, в Республике Абхазия, у нас дома, Хабсат Главна. Затем глава государства навестил первого пациента Анатолия Соломка, который уже находился в палате под наблюдением. Медицина особо у нас нормальная, на высшем уровне. И старанием нашего правительства создать такую медицину, это не везде могут. Вот у нас есть настоящая медицина. Благодарю. За это благодарить не надо, это ответственность и обязанность государства. Никого не надо, но я заслужил. Я воевал и заслужил благодарность за войну. Спасибо. Спасибо вам огромное. Действительно, это очень важный скачок для нашей медицины.
И самое главное, ты, когда видишь здоровых, жизнерадостных пациентов, это самое главное, наверное, и для медиков, и для всех нас. Сосудистый центр уже меняет судьбы людей, и это только начало. Каждая спасенная здесь жизнь – самая искренняя и лучшая благодарность тем, кто сделал это открытие центра возможным. Шазина Ханагуа, Давид Хашиг, Абхазское телевидение. 20 ноября исполнилось 33 года со дня создания погрануправления СГБ Абхазии. Бадра Гунба поздравил руководство и личный состав управления с Днем пограничника. Служба на границе во все времена была символом благородства, долга и отваги. Пограничники первыми встречают любые вызовы, первыми становятся на защиту безопасности государства. Это миссия, требующая мужества, дисциплины, выдержки и огромной ответственности. И вы ежедневно подтверждаете готовность стоять на страже родной земли, отмечается в поздравлении. Президент выразил особую признательность ветеранам пограничной службы. Глава государства пожелал пограничникам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе. 3 истории представителей 3 поколений, которых связывает один непростой выбор – Родину защищать. Наш следующий репортаж о людях, которые посвятили себя военной службе в погранвойсках. Всегда находиться на страже, быть готовыми к выполнению своего долга в любых условиях. Для них это не работа, а призвание. Ведь в их руках защита рубежей Абхазии, а значит и мира в наших домах. На их плечах важная миссия – защищать государственные границы. Профессия пограничника – это не просто работа, это призвание, требующее мужества, терпения и высокой степени ответственности. 20 ноября 1992 года приказом главнокомандующего Владислава Ардзенба были созданы пограничные войска Республики Абхазия. Сразу после освобождения Гагры, когда абхазские войска вышли на границу с Россией по реке Псоу, возникла необходимость охраны западных рубежей. Верховный главнокомандующий с абхазскими бойцами этот вопрос не обсуждал. Это был приказ. 20 ноября 1992 года министр обороны Абхазии Владимир Аршба подписал указ о формировании пограничного отряда. Тогда на 120 солдат и 30 офицеров была возложена охрана пункта пропуска по реке Псоу. С тех пор прошло 33 года. Нас вызвали Владиславу Григорьевичу Гудауту срочно. Вот. Мы поехали к нему. Он сказал, что он, в общем-то, не обсуждал с нами. Он сказал, ваше подразделение заступает на охрану государственной границы. Георгий Думава 27 лет прослужил в пограничных войсках Республики Абхазия. В военное время был комиссаром пограничных войск. Он же и принимал первый призыв срочной службы. Приняли мы, первый призыв военный в количестве до 140 с лишним человек. Начали их обучать. Можете себе представить, в тех условиях военных, когда были серьезные проблемы с местами дислокации подразделений, были серьезные проблемы с обеспечением амуниции, провизии. Каким-то чудесным образом мы решали эти вопросы, помогали, население помогало. После победы в Отечественной войне народа Абхазии перед пограничниками стояла еще одна задача – охрана восточных рубежей страны. Первый контрольно-пропускной пункт на реке Ингур появился уже в 1995-м. Время было непростое, вспоминает ветеран Георгий Думава. Множество нарушений, обстрелов и бесконечная борьба с грузинскими диверсионными группами. В послевоенное время погибли десятки военнослужащих. Большие потери мы понесли, потому что известное партизанское подразделение под командованием известного Дату Шенгеля осуществляли диверсионные проникновения на нашу территорию, засады. И вот во время передвижения по границе наших подразделений, ротации, смены, личного состава, они, предпринимали эти диверсионные акции, в процессе которых
Мы потеряли достойных офицеров и солдат, которые несли там службу. Службу по реке Ингур несли миротворческие силы, однако ситуация все же оставалась напряженной. После освобождения Кадорского ущелья обстановка улучшилась. Кроме того, сегодня мероприятие по охране государственной границы Абхазии по реке Ингур проводится совместно с пограничным управлением ФСБ России в рамках межгосударственного соглашения. С 2008 года, с 2009 года совместное соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией позволило на основных, сложных участках продолжить службу совместно с пограничным управлением ФСБ России в Республике Абхазия. Данное обстоятельство, конечно же, достаточно серьезным образом повлияло на стабилизацию обстановки на абхазо-грузинском участке государственной границы. Соответственно, нам сегодня это дает возможность развиваться, совершенствоваться. Рустам Латипов начинал свою служебную деятельность как рядовой солдат. В ряды пограничных органов был призван в 2001 году, затем переведен в органы центрального аппарата СГБ, где на разных должностях прослужил около 19 лет до назначения командиром пограничных войск Абхазии. С чего начинается день пограничника? Что самое сложное в вашей службе, в вашей работе? Ну, для командира в первую очередь это, приступив к своим обязанностям повседневно с раннего утра, это получение докладов со всех подразделений, расположенных на всем протяженности нашей государственной границы. Это самое главное, чтобы на службе не было происшествий. В феврале 2024 года после принятия парламентом соответствующего законопроекта пограничный отряд службы государственной безопасности был переименован в пограничное управление СГБ Республики Абхазия. За последнее время пограничными органами были предотвращены десятки преступлений, заведены дела. Многие из них касаются незаконной миграции. Ежегодно мы можем уверенно говорить с учетом той стабилизации обстановки на абхазо-грузинской государственной границе, они становятся все меньше, что не может быть отрадным, поскольку попыток незаконного пересечения через государственную границу сокращается. И в целом это на оперативную обстановку, в целом на приграничных районах влияет положительно. Вместе со старшими товарищами государственной границы защищает и молодое поколение пограничников. Игорь Габуния служит 6 лет. Примером стал его дедушка, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, в честь которого его назвали. Игорь с детства знал, что его призвание – защищать родину. Я всегда восхищался подвигами наших ветеранов, которые выиграли войну, подарили нам победу. И еще в школе к окончанию решил связать свою жизнь с военной жизнью, так скажем. Благо у меня все получилось. Я окончил школу в Гудауте, 4-ю школу. После окончания школы поступил в военный вуз в Москву, высшее военное командное училище. Окончил его. После окончания энтузиазм не потерялся. Я решил устроиться в службу госбезопасности и попал после рассмотрения уже в пограничное управление. Времени на семью практически не остается. Дома они бывают редко, ведь их профессия – родину защищать, а у этой работы не бывает выходных. Мы все были оторваны от семьи, я вам откровенно скажу. Нас буквально не хватало дома, дети у нас еще были маленькие, детвора еще. Бывало, по несколько месяцев у нас не было дома. Обычно я бываю дома на выходных. И то не всегда, потому что разные служебные обстоятельства бывают, при которых я обязан находиться на службе. Гугут Савардания, Давид Хашик, Фатима Герги, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Потребление электроэнергии в Абхазии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 65 миллионов киловатт-часов, а собираемость платежей составила 53,6%. В Народном собрании прошел правительственный час, где обсудили ситуацию в энергосфере страны. Подробности встречи в материале Адисы Сагари.
Ключевые аспекты энергетической повестки в центре внимания участников встречи, депутатов парламента и руководства энергетической отрасли. Энергетика является базовой отраслью для развития любой экономики, любого государства, в том числе и для Абхазии. И все мы понимаем, в каком состоянии на сегодняшний день она находится. Мы не будем говорить о тех вещах, которых не знаем, мы будем говорить о той прожитых годах, 23-24 год, насколько было тяжелое состояние энергетики и что сегодня у нас происходит. Собираемость за потребленную электроэнергию по всем категориям абонентов за последние 10 месяцев составила 53,6%, и из них по юридическим лицам 78,4%, по физическим 36,7%, отметил министр энергетики Батал Мушба. Уровень собираемости – это ключевой источник, финансовый источник, который позволяет нашему единому оператору передающих распределительных сетей реализовывать мероприятия по реновации электросетевого комплекса, замены линий, замены трансформаторного, подстанционного хозяйства в городах, в деревнях по запросу наших граждан. Именно наличие вот этого финансового источника реально способно обеспечить при наличии, конечно, человеческого ресурса и компетенции, и техники, возможности реализовывать какие-либо мероприятия по реновации в отрасли. Также в этом году по поручению президента, как вы знаете, уважаемые депутаты, беспрецедентным стало поручение о том, чтобы начать заблаговременную закупку коммерческого перетока электроэнергии с Российской Федерации для того, чтобы осенне-зимний период, наиболее сложный период для энергосистемы любой страны и нашей республики в том числе, пройти его максимально сбалансированно, максимально без верных отключений, насколько это будет позволять и положение в отрасли, и финансовые показатели. Показатели уровня потребления электроэнергии в республике сократились, но дефицит все еще остается. В рамках встречи были обсуждены возможные варианты решения проблемы. 2026 года, с конца 2027 года начала, социальный переток закрывается, его не будет. Наши действия, упадаем в темноту, в полную темноту. Что делаем? Я же только что сказал, что видение энергосистемы, видение энергетики должно быть минимум на 25 лет. Она должна опережать рост экономики. Другого формирования не бывает. Были обращения, которые готовы восстанавливать генерирующие мощности в рамках арендных отношений, вырабатывать электроэнергию, реализовывать ее на рынке. То есть это один из путей по генерирующим мощностям. Второй путь – это развитие и создание новых генерирующих мощностей, в том числе на основе возобновляемых источников электроэнергии. И третий путь, используя, если мы вернемся к классическим нашим источникам генерации водным, никто не запрещает создание новых генерирующих мощностей на абсолютно ранее не существовавших объектах. По словам Мушба, для модернизации электросетей Абхазии необходимо 12 миллиардов рублей. Он добавил, что в республике проводится постоянная работа по модернизации электросетевого хозяйства с учетом существующих возможностей. Аудит был проведен в мае этого года коллегами. 12 миллиардов стоит сегодня просто заменить устаревшее оборудование, заменить линии, повысить пропускную способность, сократить технические и коммерческие потери в сетях. Это 12 миллиардов одноразово надо вложить в отрасль. Но предприятие наше в прошлом году впервые собрало 1,6 миллиарда, в этом году, надеемся, больше соберет. Вот возможности, которые есть у предприятий. Будет их больше, мы будем больше, значит, и быстрее восстанавливать качество сетей, улучшать для наших абонентов. Я хочу на ваш вопрос по поводу установки приборов учета сказать, что это такая полумера, да? Если все это не будет идти вместе параллельно, да, она не будет давать никакого эффекта. Да? То есть поставил прибор учета на старый столб, на старое здание, с другой стороны возможно. Если и законодательно туда не войдем, и сетевым хозяйством, и с техническими, и с коммерческими потерями не будет совместно, то результатов не будет. Генерации, если не будет, приборы учета не нужны. Генерации, если не будет, перспективы развития тоже не нужны. Я еще раз повторяю, хочу сказать, обратить особое внимание моих друзей, коллег, о том, что газовая генерация, она доступна, она должна быть в нашей стране. Хотим мы, не хотим, эта генерация должна прийти, потому что это лучше, чем покупать электрическую энергию в соседних странах.
Это намного лучше, намного дешевле, и главное, надежно. Потому что у тебя стоит собственная генерация. Это есть путь к независимой энергетике. В рамках встречи Баталмушба также сообщил, что в следующем году планируют установить 60 тысяч приборов учета электроэнергии. Это должно существенно отразиться на собираемости платежей. Плюс к той цифре, которая сейчас озвучена, нам нужно еще порядка 68 тысяч приборов учета. А на какую сумму? 32 тысячи, это сколько было? В деньгах это порядка 600-700 миллионов вместе с мероприятиями по подготовке сетей. Речь зашла и о тарифах на электроэнергию. По мнению депутата парламента Беслана Халваш, до принятия каких-то решений технического характера физическим лицам нельзя повышать плату за электроэнергию. Он также подчеркнул, что Абхазии нужен план развития энергетической отрасли на 10, 15, 20 лет. Я крайний противник увеличения тарифов для физических лиц, для наших с вами граждан. И, скорее всего, что мы будем консультироваться здесь тоже в парламенте, будем какое-то вырабатывать решение, по которому в отношении юридических лиц еще, и я думаю, что, на мой взгляд, есть еще какой-то простор, но по физическим лицам мы достигли на сегодняшний день того предела, который можно было достичь. Напомним, с 1 января 2025 года в Абхазии для физических лиц тариф составляет 1 рубль 70 копеек за киловатт-час при однофазном подключении и 2 рубля 20 копеек при трехфазном. Юридические лица и индивидуальные предприниматели платят 3 рубля 20 копеек за киловатт-час. Адис Сагария, Рамо Камкя, Абхазское телевидение. Печальная весть. Ушел из жизни заслуженный артист Абхазии Беслан Бебия. Ему было 62 года. Беслан Бебия выступал в государственном ансамбле «Шаратен». Во время Отечественной войны народа Абхазии встал в ряды защитников Родины и прошел всю войну с оружием в руках. После завершения боевых действий вернулся к любимому делу, воспитывая новые поколения абхазских танцоров. Он воспитал хореографические композиции «Дружба народов СССР» и «Дружба народов Кавказа». Солировал в постановках «Шаратен», «Танец с бурками» и «Нарта». Фотовыставка, посвященная первому президенту Абхазии Владиславу Арзенбу, открылась в Гудауте в Госмузее имени Сергея Дбар. Экспозиция включает 197 архивных фотографий, отражающих разные периоды жизни Арзенба, и будет работать до конца декабря. В Гудауте также прошел конный парад. Наездники с флагами прошли от улицы Арзенба до мемориала павшим защитникам Абхазии, где состоялась церемония возложения цветов. Затем в Доме культуры состоялся памятный вечер и концерт в честь Владислава Арзенба. Круглый стол памяти Станислава Лакоба прошел в Абиги. В мероприятии приняли участие абхазские и российские ученые, друзья и коллеги Станислава Лакоба. Аэлита Арутюнян расскажет подробнее. В начале мероприятия присутствующие почтили память Станислава Лакоба минутой молчания. Встречу открыл Арда Ашуба, директор Абиги. Он отметил, что Абхазия потеряла великого человека. Станислав Лакоба был многогранной личностью. На мероприятии его вспоминали как ученого, государственного деятеля, человека-патриота. Где бы ни находился Станислав Засимович, он как личность проявлял принципиальность, порядочность, честность. Его масштабы государственного мышления и как наставник, и как автор учебника «История Абхазии» у него всегда была своя точка зрения. И сегодня, конечно, не только Абхазский институт, все абхазские ученые, и за пределами, видя фотографию, слыша, что сегодня с нами нет Станислава Засимовича, с болью принимают, и не утихает боль. Отмечалось, что Станислав Лакоба умел работать и дружить с разными людьми. С учеными говорил научным языком, с крестьянами мог говорить свободно на бытовом уровне, с литераторами как литератор. Он был принципиальным человеком и умел отстаивать свою точку зрения. И думали, и думают, что он не владел, свободно он не говорил, но настолько глубоко он знал то, что мы говорим апсвара, крестьянина, дворянина, князь, те, которые хотели бы похвастаться, я из такого-то рода, но я был удивлен, насколько он глубоко знал, все иерархии, то, что мы говорим на абхазском, никаких
не было там преград, что он свободно говорил и не говорил. Он, конечно, дух абхазского крестьянина, вообще человека, он прекрасно знал. В 1979 году Станислав Лакоба окончил историко-филологический факультет Сухумского государственного педагогического института. В течение нескольких лет работал корреспондентом газеты «Советская Абхазия», затем ученым-секретарем Общества охраны памятников истории и культуры Абхазии. Помимо этого, он с 1980 года с незначительным перерывом и до последних дней работал в Абиги. Защитил кандидатскую диссертацию в городе Тбилиси на тему «Абхазия в годы Первой Российской революции» в 1985 году, которая в том же году была издана отдельной книгой в том же Тбилиси. А за год до этого в Сухуми была издана другая работа по этой теме «Боевики Абхазии в революции 1905-1907 годов». Кроме того, истории Первой русской революции в Абхазии посвящен целый ряд работ ученого. Наверное, главной его исследовательской работой в это время можно назвать «Очерки политической истории Абхазии», которая была издана в Сухуми в 1990 году. В 1992 году за нее Лакоба был удостоен государственной премии имени Дмитрия Гуля. Станислав Лакоба был и будет всегда, так как он был глыбой в разных ипостасиях, отмечали участники встречи. Он был редактором и соавтором учебных пособий и учебников по истории Абхазии. Станислав Лакоба фактически автор современной официальной концепции истории Абхазии XIX и XX веков. Он также был одним из основателей и председателем Абхазского исторического общества. Станислав Лакоба приходит, думается, к справедливому выводу о том, кстати, об этом надо задуматься, цитата: «Каждый народ, как две капли воды, похож на свою страну, землю, на ее ландшафт». В завершении этой части сообщения позволю себе высказать следующее небольшое ее резюме. Публицистика Станислава Алексеевича Лакоба лаконична, информативна, аналитична и научна. Поэтому публицистика Лакоба не умаляет его научных достижений и заслуг, а напротив, его наука и публицистика гармонично дополняют друг друга. Станислав Лакоба – исследователь, поэт и политический деятель. Его деятельность в сфере археологии берет свое начало со школьных времен. Именно тогда он увлекся историей и археологией. На мероприятии отмечался широкий круг его научных интересов, а именно история и культура народов Кавказа, глобальная региональная геополитика, восточная поэзия, литература. Несмотря на внешнюю строгость и невозмутимость, он был внимательным, чутким, тактичным человеком. Для выставки в Японии японцы попросили не только, ожидали не только том, не только какие-то реликвии, связанные с жизнью Толстого, из музея Толстого. Но представьте себе черновые бумаги нашей работы по подготовке первого тома. Верстку с какой-то черновой правкой, еще другие. Если я разбирала наиболее такие эффектные для экспозиции страницы, и поняла, что наш труд, оказывается, тоже ценен, потому что японцы хотели выставить его на всеобщее обозрение. Его публицистические статьи представляют также самостоятельную исследовательскую ценность. Он был историком-кавказоведом, профессором МАГУ, лауреатом госпремии имени Дмитрия Гуля, кавалером ордена Ахть-Апша второй степени, публиковал статьи и издавал книги, которые посвящены актуальным вопросам истории Абхазии в разные временные периоды. Значительную часть своей деятельности Станислав Лакоба посвятил национально-освободительной борьбе народа Абхазии. Он принимал активное участие в работе Народного форума Абхазии Айтгылара, неоднократно выступал на съездах конференции горских народов Кавказа, полемизировал с грузинскими учеными по вопросам абхазской истории и культуры, отстаивая самобытность абхазского народа и его государственность. Айлита Арутюнян, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. На пересечении столичных улиц Чачба и проспекта Яйра на фасаде дома, где жила Александра Шакрыл, первый палеоботаник СССР, патриот и выдающийся ученый, установили мемориальную доску. Торжественная церемония, посвященная столетию со дня рождения Александры Шакрыл, собрала именитых ученых, представителей общественности, студентов, родных и близких. Выступающие отмечали выдающиеся научные достижения Шакрыл, ее патриотизм, преданность делу и исключительно
удивительные человеческие качества. Мемориальная доска стала не только данью памяти выдающемуся ученому, но и символом признания вклада абхазской науки в развитие отечественной и мировой науки. Это событие стало важным шагом в сохранении памяти о людях, которые своим трудом и талантом прославили свою страну. Интеллигент в самом точном, самом совершенном смысле этого слова. Дисциплинированный, утонченный, внимательный, постоянно в поиске, постоянно в работе. Но кроме этого она была еще прекрасным человеком, заботливым, внимательным. Сколько тепла она нам уделяла своим племянникам, своим детям. Она относилась ко всем так, как будто они ей равные. Неважно, это образованный человек, необразованный, ребенок, кто бы это ни был. Не было ни одного вопроса, который мы ей задавали, чтобы он остался без ответа. Спасибо большое за такое участие. Очень хочется выразить слова благодарности руководству ботанического сада, коллективу ботанического сада за память, за все эти усилия, старания по увековечению памяти нашей мамы. Бадрагунба принял мировых лидеров домино из России, Венесуэлы и Доминиканской республики, которые приехали для участия в международном чемпионате по домино. Чемпионат, посвященный памяти первого президента Федерации домино Абхазии Артура Габуния, пройдет с 21 по 23 ноября в Новом Афоне. Рад вас видеть. Знаем, что в Абхазии в эти дни будет проходить международный турнир памяти первого президента Федерации домино Габуния Артура Махазовича, человека, который фактически стоял у истоков создания Федерации. Каждый из вас его прекрасно знает. И очень важно чтить память человека, который привнес свой вклад в этот вид спорта. Я благодарю вас за то уважение, которое вы проявляете к этому человеку и к нашей стране. Мы в Абхазии поистине гордимся тем, что у нас в 2011 году проходил чемпионат мира по домино. Это то, что осталось в памяти у наших граждан. Надеюсь, что это также осталось и в памяти тех, кто принимал участие. Для нас это очень важное событие. Команда из Абхазии очень достойно представляет свою республику, свою страну. И команда очень молодая. Очень приятно, что большое количество молодых людей приходит в этот вид спорта. И сегодня эти ребятки демонстрируют высокий уровень профессионализма. Мы и дальше будем поддерживать наших соотечественников и будем рады встречать такого рода турниры у нас в стране. И, пользуясь нашей встречей, хотел бы сказать о том, что мы готовы в 2027 году еще раз принять чемпионат мира по домино у нас в Абхазии. Мы обязательно письменно, документально направим письмо в адрес Международной Федерации домино с готовностью проведения данного чемпионата. Я и мои все коллеги, мы никак не могли пропустить это важное для нас всех событие. И даже несмотря на то, что буквально месяц назад мы завершили чемпионат, мы все равно уставшие, но очень в ожидании этого главного, важного события в Абхазии. Мы приехали вот все вместе, несмотря на все сложности, которые на пути были. 14 лет назад я также был в Абхазии на чемпионате, и президентом я являюсь уже долгое время. Вот недавно переизбрали президентом Международной Федерации домино меня, и я могу сказать, что за 14 лет в Абхазии все изменилось и стало намного лучше, и я вижу, как строится, как все становится лучше, и это очень приятно видеть на самом деле. Мы очень хотим представить нашим участникам, нашим членам делегации, членам организации новую Абхазию, показать видео, фотографии. Если это будет какой-то ролик, мы будем очень рады, если вы подготовите для нас. И мы покажем. Я думаю, что все будут очень счастливы вернуться в Абхазию, в новую Абхазию спустя 14 лет, и это будет очень прекрасное событие. В 2006 году впервые абхазская команда приехала на чемпионат по домино.
давно, и мы никогда не забудем, как это все было красиво, какие они были великолепные. И во главе этой команды был Артур Кабуни. И один из игроков, один из спортсменов, он был в абхазской национальной одежде с флагом, шел впереди, и это было настолько красиво, что мы до сих пор это все вспоминаем. И тогда, в 2006 году, между Абхазией и Венесуэлой установились очень крепкие взаимоотношения. Мы стали друзьями, и когда в 2010 году было признание Венесуэлы независимости Республики Абхазия, мы тогда собрались с президентом Федерации и сказали, что точно в 2011 году надо проводить чемпионат. А тогда на тот чемпионат первый мы из Венесуэлы привезли 80 спортсменов, и это было счастье для всех, и я тоже очень этому был рад. В этот раз у меня не получилось привезти 80, но все, что я мог, я сделала, привез 15. Думаю, что это тоже неплохая цифра. И я думаю, что мы в дальнейшем тоже будем с вами вместе всегда работать. И как всегда, опять же подтверждаю, наверное, это всегда видно по моим действиям и словам, я полностью поддерживаю Федерацию Древнего Абхазии. Николас Мадуро, вам огромный привет, братский привет, и благодарю точно за то, что сегодня тут присутствуете. Спасибо. Я с большой благодарностью принимаю теплые послания своих коллег из Доминиканской республики, из республики Венесуэла. И хотел бы также поприветствовать их, передать слова благодарности за поддержку, за признание нашей республики. Для нас это очень ценно. Мы всегда ждем наших коллег и рады будем видеть их в Абхазии. Для меня это вообще там высшее, что можно, наверное, сегодня сказать на этой встрече. Почему? Потому что, поверьте мне, что ни один вид спорта по Абхазии не соберет столько народу, сколько приедет. Это не только, конечно, Россия, это все латиносы приедут, это приедут европейцы. И самое главное, будут американцы, наши близкие друзья, которые и возглавляют сегодня федерацию. Я за последние годы, общаемся мы практически, я тут бываю 2-3 раза минимум в году, и на могиле Габуни бываю все время. И сегодня опять, будучи здесь, я смотрю, какое развитие идет. Такое движение, оно меня радует, особенно молодежь. Это вообще, во-первых, они прогрессируют, это дети отрываются от каких-то там плохих дел, они играют, мозги работают, добавляют везде, в математике и так все. Сейчас такие появились парни у вас по 14 лет, мне уже стыдно с ними играть, хотя я играю 62 года, да, еще маленький играл. Я уже вижу, что я, так сказать, надо заканчивать играть, а просто учить или болеть за кого-то. Просто счастлив и горд. Низкий поклон за этот прием, за поддержку. 266 мероприятий, включая 239 спектаклей, 5 премьер и 27 спецпроектов. Русдрам подвел итоги 44-го сезона и наметил новые горизонты. На пресс-конференции генеральный директор театра Ираклий Хиндба отметил, что 44-й театральный сезон стал одним из самых насыщенных за последние годы. В театре готовятся к премьере, которая состоится уже 21 ноября. Все подробности в материале Гугуцы Вардания. 44-й театральный сезон полон событий и стал самым насыщенным, подчеркнул в начале встречи с журналистами генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хиндба. 239 репертуарных спектаклей, 5 премьер, 27 спецпроектов у нас на нашей сцене пришло. 266 мероприятий мы провели в сезоне. Цифры говорят сами за себя. Искренне благодарю всю команду нашего театра. Потому что у нас небольшой коллектив, у нас всего 60 штатных единиц. Это небольшой коллектив. Я надеюсь, что в следующем году он увеличится еще на минимум 10 единиц, если так называть, людей, которые придут к нам на работу в театр. Это выпускники театрального института имени Щепкина. Труппа Русдрама работает практически без выходных. Артисты во главе с руководителем прилагают все усилия, чтобы обогатить репертуар и радовать зрителей новыми спектаклями. Так, 45-й театральный сезон откроется уже 21 ноября премьерой пьесой «Чайка» Антона Чехова.
Команда действительно прекрасна, как я говорил, режиссер Роман Кочержевский. И сценография его же художник по свету Константин Бинкин. Сейчас это вообще звезда, можно сказать. Такая многократный лауреат «Золотой маски». В лучших театрах работает России и мира. Даже сейчас он в Европе делает спектакли. И Игорь Домашкевич, художник, видеохудожник. У нас там используется проекция в спектакле. Вообще спектакль очень красивый. Очень красивый. Я хочу, чтобы эта красота не подавляла, а наоборот помогала актерам проявляться в нем. Я чувствую, что мы на правильном пути. Пьеса «Чайка» о столкновении мечты и реальности, о сложности человеческих отношений. Чехов обозначил пьесу как комедию, но она пронизана драматизмом и глубокими размышлениями о жизни. Переломное произведение для самого Чехова и для всей мировой драматургии. Такие спектакли, такой материал надо брать в работу всегда. Не знаешь, какой результат, но его надо ставить Чехова, потому что это развивает. Это то, что дает театру возможность увидеть себя даже со стороны. 29 ноября в Русдраме покажут детский спектакль «Гадкий утенок», режиссер Джамбул Жордания. 9 декабря состоится премьера спектакля «Эдит Пиаф» по пьесе Веры Сердечной, режиссер Александр Огарев. С 27 декабря по 5 января в Русдраме будут играть новогодний спектакль «Снежная королева», режиссер Джамбул Жордания. Планирует сыграть и пьесу Николая Гоголя «Женитьба». «Женитьба» Гоголя. Я эту пьесу хорошо знал, естественно. Открыл ее вечером, начал читать. И просто, во-первых, я чуть не, там, не знаю, ухахатывался просто. Очень смешно, действительно смешно по-настоящему. И в то же время роскошная роль. И там, в этом спектакле, сыграют вместе с актерами, скажем, совсем молодыми, то есть не щепкинцами, а молодыми актерами, совсем молодыми нашими. Там много ролей для актеров зрелых, опытных нашего театра. Я думаю, все они будут в нем играть. За 44-й театральный сезон гастроли Русдрама прошли в разных городах России на лучших театральных подмостках. Так и сам Русдрам всегда рад гостям. Например, в начале ноября текущего года театр имени Вахтангова впервые посетил Абхазию с гастролями. Также в Государственном театре драмы в рамках Дней Нижнего Новгорода состоялись гастроли Нижегородского камерного музыкального театра имени Степанова. Кроме того, в 2025-м впервые театральный сезон закрылся большим концертом Абхазской государственной капеллы. В 44-м театральном сезоне в Русдраме появился музей. В экспозиции воссоздан кабинет Фазиля Искандера. Материалы, предоставленные Московским культурным центром Искандера и вдовой писателя, знакомят с его жизнью, творчеством и связью с родиной. Гугу Савардания, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. Канализирование, обновление коммуникации, устройство дорожного полотна. На улице Войнахская начались масштабные ремонтные работы. Изначально здесь планировалось уложить бетонное дорожное покрытие, но в ходе подготовительных работ выяснилось, что на участке не проложена канализация. Работы планируется завершить до конца года и затем сразу приступить к реализации уже запланированного проекта по бетонированию улицы. Улицы Войнахской. Тут вообще планировалось уложить бетонное дорожное покрытие. В ходе подготовительных работ главе города было доложено, что улица не канализирована. Главой города было дано поручение выполнить изначально работы по канализированию данной улицы. Таким образом, мы проложим около 1 километра коммуникаций. Работы по водоотведению разделили на 2 этапа. Первый этап – это 800 метров, следующий этап – это чуть более 200 метров. На данном участке планируется укладка труб различного диаметра от 160 до 300. Производство работ мы планируем осуществить до конца 2025 года и сразу же приступить к реализации запланированного уже проекта по бетонированию этого участка.
Автопарк Сухумской администрации пополнился новой спецтехникой, мусороуборочной машиной от российского производителя КАМАЗ. Коммунальные службы столичной администрации испытывают большую потребность в данной технике. Ежедневно мусороуборочные машины собирают мусор по городу и отвозят его в ГАЛ. Данный автомобиль является меценатской помощью городу. Ранее две аналогичные машины были приобретены по поручению главы Тимура Агрба. В завершении выпуска расскажем о погоде. В пятницу, 21 ноября, в Абхазии не ожидается осадков. Температура воздуха ночью 7-12, днем 17-22 градуса тепла. Температура морской воды плюс 16 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.